Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». На днях на башкирском канале БСТ в Башкортостане вышел часовой документальный фильм, который рассказывает о башкирском ученом-филологе Тагире Баишеве. Он считается первым башкирским филологом, который начал в середине 20 века сочинять так называемый северо-западный диалект башкирского языка для населения северо-западных татарских районов Башкортостана. Из стана так называемых идеологов переписывания татар в башкир как раз слышится, что язык населения этой части Башкортостана никакой не татарский, а на самом деле диалект башкирского. Документальный фильм, который называется «Казус Баишева», подготовлен как раз группой этих самых идеологов и политтехнологов. Сценарий написал башкирский журналист, автор серии «История башкирских родов» Салават Хамидуллин. Критику этих томов мы ранее делали. Он же считается главарем банды так называемой Малевичей этномародеров. Приспешники Хамидуллина — это философ Азат Бердин, филолог Искандер Саидбаталов, которые отметились в этом фильме. Отметим, что сейчас ссылка на этот фильм активно распространяется в пробашкирских сообществах в соцсетях, а также в сообществах подконтрольных Всемирному Курултаю башкир. Людей обрабатывают, и мы это прекрасно видим. Если анализировать часовой хронометраж фильма, то окажется, что, собственно говоря, об авторе северо-западного диалекта башкирского языка Тагире Баишеве рассказывается не более 20 минут. Все остальное время спикеры рассуждают о татаризме, критикуют это явление, критикуют также идеологов татарского национального движения начала 20 века, например, Гаяза Исхаки, татарских просветителей, например, Шигабуддина Марджани, Каюма Насири и так далее. Если резюмировать, то авторы докфильма об ученом Тагире Баишеве рисуют из него образ этакого борца за права и язык башкирского народа, к которому не прислушивались руководители Башкортостана 50-х годов прошлого века, к которому якобы было предвзятое мнение со стороны других башкирских ученых-языковедов, например, Джалиля Киикбаева. Кстати, Киикбаев не признавал существование северо-западного диалекта башкирского языка, хотя сам был по национальности башкиром. Если разбираться в том, что написал за свою ученую жизнь Тагир Баишев, если проанализировать многочисленные его обращения, письма в адрес обкома БССР, в ЦК КПСС, в его выступлениях на закрытых заседаниях обкома КПСС, обкома Башкортостана, часть их сегодня, кстати, опубликована и доступна, то складывается отнюдь не героический образ ученого, бросившего вызов системе башкирской власти. Перед нами выступает на самом деле весьма эксцентричный, эпатажный своими предложениями, озлобленный ученый, а некоторые его мысли и вовсе ставят под вопрос степень адекватности состояния его филологической души. Первая проблема, которую авторы фильма о Баишеве проговаривают, а они вынуждены это сделать, не могут мимо него пройти, но стараются не сильно на этом акцентироваться, это татарское происхождение башкирского языковеда. Я Октябрьскую революцию встретил 30-летним, то есть уже оформившимся. До революции 1917 года я считал себя татарином. Самосознание было такое, что башкир не было. Писал я все время на татарском языке, то есть татарская культура, передовой татарский народ и так далее. Эти слова Баишев сказал на закрытом заседании Башкирского обкома КПСС 24 мая 1957 года. Как видите, сам автор северо-западного диалекта башкирского языка пишет, что спокойно себя ощущал татарином до 30 лет, что к 1917 году у него никакого башкирского самосознания не было, но вдруг в его голове что-то щелкает. Может, ранение какое он получил, все-таки в Первой мировой войне воевал, и он переобувается в башкира, в истинного патриота башкирского народа и башкирского языка. Авторы пытаются объяснить, почему вдруг Баишев, будучи уже зрелым 30-летним мужчиной и более старшего возраста, вдруг перешел из татар в башкир. Но ведь неудобный момент получается. Закадровый голос комментатора, речь которому написал Салават Хамидуллин, нам объясняет этот неловкий момент. Баишев прекрасно знал о своем происхождении, о чем говорят переписанные его рукой родословные, однако он в то время полагал, что его этнические корни преодолены ментальным приобщением к воображаемому сообществу тюрко-татарского миллета как более высокой, по мнению его идеологов, стадии развития прежних традиционных идентичностей. Не волнуйтесь, из этой фразы мы тоже мало что поняли. В целом, такое объяснение звучит так,
что как будто Байшев преодолел какое-то психологическое расстройство, какую-то психическую болезнь, что он, преодолев свое типа болезненное татарство, стал башкиром. Ненавистью к татарам этот фильм пропитан вдоль и поперек. Авторы фильма несколько раз проговаривают мысль, что на самом деле Байшев в своих рассуждениях о татарах, о татарской культуре, о татарских просветителях и о татарском языке был положительного мнения. Нужно правильно понимать смысл слов Байшева. Татар он считал братским народом, о чем многократно заявлял на страницах своих обращений. Он хорошо знал и уважал татарскую культуру и татарский язык, а Тукай был до конца жизни его любимым поэтом, говорит уже лично Салават Хамидуллин. Обратим внимание, что документальный фильм строится на частом цитировании архивных документов. Зрителям показывают страницы документов, стенограмм, откуда авторы читают мысли и заявления Тагира Байшева. Однако мысли о теплых словах Байшева о татарском народе проговаривает еще раз сам Хамидуллин. Почему? А чтобы не попасть под статью об экстремизме и разжигании межнациональной розни. Никаких исторических документов и архивных материалов о теплом отношении Байшева здесь не приводится, и это не случайно. Есть масса материалов и цитат Байшева, из которых следует, что автор северо-западного диалекта башкирского языка на самом деле к татарам питал неприязнь и зависть. Например, в одном из писем в ЦК КПСС от 1960 года есть следующее предложение Байшева, которое фактически сводится к тому, чтобы стереть с лица земли Башкортостана татар. Всех бывших типтяр перечислить к башкирской нации и полностью приобщить их к башкирской культуре. Отделение татарского языка и литературы в БГУ закрыть. Вместо него открыть отделение для западных башкир. Татарское население очень много в Сибири. Очень будет уместно и разумно открыть для него пединститут в одном из сибирских городов. Газету на татарском языке «Кызылтаң» закрыть. Превратить в газету для западных башкир. Видите, Байшев своими предложениями хотел полностью стереть признаки, следы проживания в Башкортостане татарского народа. Типтяри – это татарское сословие, которое осталось еще со времен Российской империи. Байшев же призывает их башкиризировать. Также он выступает за ликвидацию научных институций по развитию и сохранению татарского языка в Башкортостане в виде кафедры татарского языка в университете Уфы, в виде татароязычной газеты, и весьма издевательски, хотя и интеллигентно указывает, что татарам в Башкортостане не место, чтобы пусть уезжают учить свой родной язык в Сибирь. Познакомиться с реальным отношением Тагира Байшева к татарам, к татарскому населению Башкортостана можно на страницах книги башкирского писателя-историка Газима Шафикова «Дахани жгучая история», опубликованной в 1998 году. Шафиков сделал обзор на широкий круг текстов, написанных Байшевым. Например, в своей автобиографии, которую Байшев написал в 1957 году, Шафиков ее цитирует полностью. Так вот, в ней сообщается, что типтяри были им, Байшевым, отнесены к татарам, и башкирский языковед никакой задачи еще не ставил по башкиризации типтярь Башкортостана, как он это сделал через 3 года, в 1960 году. Я участвовал в 11 лингвистических экспедициях по районам Башкирии и обрабатывал материалы этих экспедиций, относящиеся к изучению разговорного языка башкир и татар-типтярей, писал сам Байшев. А вот рассуждения Байшева, где он не скрывает своей зависти к татарам, они также полностью приводятся Шафиковым. После крестьянской войны 1773-75 годов русские правители окончательно разуверились в башкирском народе, как неизлечимом бунтаре и возмутителе спокойствия, и стали относиться к нему с полным пренебрежением и жестокостью. Теперь их политический ориентир переместился на потомков Казанского ханства, уничтоженного Иваном Грозным. Татары уже не помышляли о каком-либо противоборстве, густо населяли многие регионы России, в том числе и крупные города, стали купцами, промышленниками, издателями и так далее. Отныне русский трон опирался на них в своей национальной политике и нашел в них верных помощников и подручных. И с того момента начинается особенно интенсивное заселение башкирской земли татарами, которые вошли в полное доверие русского правительства и усердно с ним сотрудничали в деле
проведение в Башкирии колониальной политики. Или вот еще какую цитату Баишева о зависти к татарам приводит писатель-историк Шафиков. Наряду с ростом русской буржуазии и буржуазной интеллигенции росла и буржуазная татарская интеллигенция, проживающая в городах и крупных населенных пунктах. Постепенно именно ее представители стали хозяевами Башкирии, проводя политику искусственной ассимиляции и татаризации коренного населения. Явный антитатаризм, явную ненависть к татарам у Баишева заметил даже некий уважаемый башкирский писатель, к которому обратился Тагир Галямович. Шафиков приводит его цитату полностью. Ваши суждения в целом за все эти годы находятся вне нормального современного советского человека. Они бредовые, злобствующие и направлены на разжигание националистических страстей, на разжигание вражды между башкирами и татарами. Время таких потуг миновало, Тагир Галямович. Сложно сегодня сказать, что происходило в голове Баишева, но для объективности мы еще кое-какие мысли приведем. Баишев с пренебрежением относился к башкирскому народу. Тот же Газим Шафиков приводит следующие цитаты Баишева. Например, одна из глав его рукописи носила название «Я обвиняю и проклинаю своих предков, а жестокость подавления их оправдываю». Также Баишев считал, что российское государство абсолютно справедливо подавляло башкирские восстания, а башкирский народ справедливо нес за это наказание. В данном случае приходится говорить о двусторонней правоте. Поднимая бесчисленные восстания, башкирский народ по-своему был прав, ибо это был вооруженный протест против произвола и угнетения русской монархии, чиновников и церкви. С другой стороны, была права и русская монархия, ибо карала за непослушание. В каком обязан был пребывать и башкирский народ, находившийся под охраной русского государства? А что, другие народы не участвовали в этих якобы башкирских восстаниях? Разве русский народ не восставал вместе с Емельяном Пугачевым? Или, то есть, по мысли Баишева, памятник Салавату Юлаеву в Уфе должен быть снесен? Впрочем, памятник Юлаеву скоро и впрямь демонтируют. Слушайте, а не случайно ли малевичи-этномиссионеры решили популяризировать и героизировать Баишева, который оправдывал подавление башкирских восстаний, чтобы тем самым подготовить почву для общественного мнения, для демонтажа Салавата Юлаева? Ученый-этнолог из Башкортостана Фаиль Сафин написал книгу «Этнополитическое развитие Башкортостана в 20 веке. Социолингвистический аспект». В ней Сафин сделал детальный обзор и анализ дискуссии, которая была между башкирскими учеными-языковедами в середине 20 века относительно северо-западного диалекта башкирского языка. Сафин также проанализировал и научную деятельность Тагира Баишева. Сафин в своей книге сообщает, что еще в 1933-1935 годах башкирский наркомпрос совместно с Башкирским научно-исследовательским институтом национальной культуры и литературы для изучения языковой ситуации в западных и северо-западных районах республики организовал лингвистические экспедиции. В отчете, составленном Баишевым по итогам экспедиций, говорилось, что по фонетическим особенностям разговорный язык западных башкир, в частности имеется в виду Янаульский район, совпадает с башкирским языком. Хотя, признает он, то есть Баишев, все же язык местного населения больше тяготеет к татарскому. По морфологическому признаку наблюдается полное доминирование особенностей татарского литературного языка. Падежные окончания также соответствуют нормам литературного татарского языка. Ну, вы знаете, лар, лер, нар, нер, килялер, кнер. Как видим, Баишев в 30-х годах признавал наличие в районах северо-запада Башкортостана татарского литературного языка. Сам об этом писал в своих отчетах по лингвистическим экспедициям. Само местное население на башкирский литературный язык смотрит как на другой язык, то есть оно, население, отличает свой разговорный язык от литературного. Все делопроизводство в указанных западных районах ведется на русском и татарском языках. Делопроизводство на башкирском литературном языке нигде не встречается. Все слои населения, например, Караидельского района, на вопрос «Какой язык вам ближе, какой язык хотите изучать?» ответили «Татарский литературный язык».
Однако в 1953 году Башкирский институт истории, языка и литературы проводит научный семинар с целью все-таки установить, сколько диалектов в башкирском языке. По итогам семинара было решено в 1954-1955 годах снарядить северо-западные районы БССР еще раз лингвистическую экспертизу. И вот по результатам этой экспедиции Байшев уже видит в этих районах БССР северо-западный диалект башкирского языка, но никак не сам татарский язык. Далее вся деятельность Байшева заключалась в том, чтобы продвинуть, протолкнуть, затащить свои выводы о существовании северо-запада диалекта в научно-гуманитарную среду Башкирии. Однако его теорию раскритиковал башкирский филолог Джалиль Кейкбаев. По мнению некоторых башкирских языковедов, например, таких как Байшев, Ахмеров, в башкирском языке имеется 3 диалекта. К третьему диалекту они относят язык башкир, разговаривающих на татарском языке, вернее на диалекте татарского языка, проживающих в северо-западных и западных районах БССР, Туймазинском, Кандрицком, Шаранском, Бакалинском, Чакмагушевском, Дюртюлинском, Калтасинском, Бураевском, Балтачевском, Янаульском, Татышлинском и называет его северо-западным диалектом. Также считал и башкирский языковед-тюрколог Ахнеф Юлдашев. Говор северо-западных районов БССР не отвечает даже минимальным требованиям, предъявляемым к башкирским диалектам, вернее, к так называемому башкирскому диалекту северо-западных районов. Также считал и башкирский историк Билал Юлдашбаев. Язык западных и северо-западных башкир давно уже не собственно башкирский, а по существу татарский. Но вернемся к тому, как сквозит татарофобия в фильме «Казус Байшева». В общем, в фильме рассказывается о закрытом заседании Башкирского обкома КПСС, которое прошло 24 мая 1957 года. На этом заседании Байшев фактически проповедовал существование северо-западного диалекта башкирского языка. Против позиции Байшева выступил Сайранов Хайдар Сайранович, партийный и государственный деятель, кандидат исторических наук, секретарь Башкирского обкома КПСС по идеологии, уроженец села Камышлык Кушнаренковского района. Хайдар Сайранович позицию Байшева прямым текстом называет крайне антинаучной. Более того, Сайранов указывает, что никакой северо-западный диалект башкирского языка не видели такие русские исследователи, как Василий Васильевич Радлов, Александр Григорьевич Бессонов и даже научный руководитель самого Байшева и лингвист-тюрколог Николай Константинович Дмитриев. Подавляющее большинство русских исследователей считают, что говоры северо-западных и западных районов Башкирии в течение многих веков находились в состоянии интенсивного территориального взаимодействия с татарским языком, в силу чего здесь давно уже не стало тех черт башкирского языка, по которым он отличается от татарского, так и от других тюркских языков. Создание второго литературного языка для северо-западной Башкирии Сайранов считал вредным, потому что, во-первых, народ не примет искусственного навязывания ему языка, значительно отличающегося от его родного языка, да и вообще, в таком случае власти Башкортостана сворачивают в сторону насильственной ассимиляции татар на северо-западе Башкортостана. И вообще, Сайранов напомнил присутствовавшему на закрытом собрании Тагиру Байшеву, как тот сам буквально за 2 года до этого заседания, то есть в 1955 году в Москве издал свою книгу, в которой выступил против насильственной языковой ассимиляции. Сайранов зачитал позицию Байшева. Литературный язык, не опирающийся на язык трудящихся, не может быть близким по понятным для масс. Наоборот, он будет для большинства населения языком малопонятным, искусственным, силой навязанным этому большинству. Создание такого искусственного и чуждого языка для большинства трудящихся – явление, присущее буржуазному обществу. Как видите, Сайранов в своей аргументации опирается на науку, на достигнутую в то время академическим сообществом научную истину. Более того, он против Байшева использует слова самого же Байшева. Согласитесь, что здесь следует представить конструктивный ответ Сайранову. Контраргументы. А что делают авторы фильма «Казус Байшева»? Хамидуллин тычет
на него пальцем и указывают, мол, глядите, у него такая позиция только лишь потому, что он татарин. Так они приводят его анкетные данные, где в графе «национальность» у Сайранова указано, что он татарин. И об этом нам сообщают. Более того, авторы фильма продолжают разжигать ненависть к татарам против конструирования северо-западного диалекта башкирского языка. В дискуссии с Байшевым, например, выступил министр культуры Башкортостана Сулейман Фахриддинович Сайдбаталов. Он сказал следующее. Так, первый вопрос. Это о создании второго башкирского языка для западных и северо-западных башкир, живущих на этой территории. Я считаю это предложение нежизненным. И тут авторы докфильма вновь в зрителей тычат его анкетные данные, где написано, что он татарин. Какой же это гнусный, подлый, мерзкий подход со стороны авторов и сценариста фильма Салавата Хамидуллина. То есть они считают, что ученый Сайранов и министр Сайдбаталов руководствуются не научными соображениями и логикой целесообразности государственного управления, а лишь тем, что они являются татарами. Заметим, что справочная информация по другим героям фильма такой деталью, как графа «национальность» в личных делах не сопровождается. А теперь перейдем непосредственно к технологиям и практике манипуляции авторами фильма историческими сведениями. Итак, авторы фильма нам рассказывают о данных по экспедициям по изучению диалектов 30-х годов северо-западные районы Башкортостана. Проблема с этими экспедициями заключается в том, что по их результатам никакого северо-западного диалекта ученые-исследователи, даже и сам Байшев, не выявили, в частности, в Туймазинском районе. Но авторы фильма нам указывают, что, мол, видите ли, а башкирскую этническую идентичность во время этих экспедиций ученые зафиксировали. И в качестве доказательства нам приводят страницу из этого отчета. Здесь скриншот, где сами авторы красным цветом подчеркнули выгодное им выражение. Они называют себя башкирами и ни в коем случае не хотят называться татарами. Но обратите внимание на другие предложения в этом же самом отчете. Для вашего удобства мы эти предложения подчеркнули синим цветом, и там написано следующее. Местные башкиры причисляли и продолжают причислять себя к башкирам только в силу близкой к психологии крестьян традиции собственников земли. Да-да, друзья, команда ученых во главе Байшева во время своей экспедиции зафиксировала сословную идентичность башкирец в местном населении Туймазинского района, которая по инерции продолжала существовать, то есть эта идентичность продолжала существовать в 1933 году, то есть еще 15 лет после отмены в 1917 году большевиками частной собственности. Еще раз, друзья, проговариваю выводы Байшева. Жители Туймазинского района причисляли себя к башкирам только потому, что у них была психология собственников земли. То есть они помнили о своих сословных правах на землю. Авторы фильма продолжают рассуждать, мол, в Дюртюлинском районе во время лингвистических экспедиций тоже была обнаружена башкирская идентичность. И в доказательстве этого приводят нам таблицу по деревням, по жителям этих деревень, где якобы национальность указана башкирская, а родной язык жителей сел выбрали татарский. Закадровый голос нам перечисляет такие деревни, как Москова, Старобаишево, Староканглышевская, Казакларово и так далее. А давайте перепроверим, кто же на самом деле жил и продолжает жить в этих деревнях по книге «Татары Уфимского уезда». Открываем страницы, посвященные переписи населения в Российской империи, которые назывались ревизскими сказками, по деревне Москова. По данным третьей ревизии 1762-1763 года указано, что команда старшины Нурлы Кучукова в деревне Москова состояла из тептерей, то есть из татар. По той же переписи команда старшины Галкея Муслюмова состояла из ясашных татар, все той же деревни Москова. Четвертая ревизия 1782 года также фиксирует татар в Москова. Здесь, кстати, также учитываются и татары деревни Старобаишево. И команда старшины Мусагита Мусикеева также видит в жителях Москова татар-тептерей. По деревне Староканглышево, которая раньше из-за неразборчивого почерка переписчика называлась как Кинтышево, тоже есть информация. По данным четвертой переписи 1782 года его населяли татары-тептерии.
Ну и давайте еще деревню Казакларовская разберем. Казакларово. По данным аж первой ревизской сказки 1722-23 годов, в этой деревне проживали служилые татары. Ну или как они написаны в документах, служилые татарча. Вторая ревизия 1747 года в деревне Казакларово опять видит только татар, точнее служилых татар. Третья ревизия 1762-63 года видит в жителях Казакларова уже ясашных татар. В общем, друзья, хотите узнать, кто на самом деле проживал в вашей деревне в Башкортостане, обращайтесь к книге татар Уфимского уезда. А теперь давайте вернемся к вопросу о северо-западном диалекте. Мы уже вам немного рассказали об этой дискуссии, озвучив позицию ученого из Башкортостана Сайранова, Киекбаева и так далее. Давайте посмотрим на следующую весьма забавную манипуляцию, которую сделали авторы фильма «Казус Баишева». Перед нами Юлия Нормандская, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Российской академии наук. И вот что она сказала, приводим ее цитату полностью. Первые кириллические книги – это богатейший источник для того, чтобы заглянуть, что было 150 лет тому назад. И вот мы для северо-западного диалекта вот так вот заглянули и увидели, что действительно 150 лет тому назад в нем были именно те прокипчакские формы, которые реконструировали в своей монографии, еще не изучив эти книги, Хисамиддинов и Мудрак. Их реконструкция точная, подтверждается, и она реальная. И она была реальной еще 150 лет тому назад. В северо-западном диалекте это наиболее архаичный диалект. И за 150 лет произошли такие очень значимые изменения, которые совершенно изменили его облик. И сейчас спорят о диалектной близости. Вообще татарский это язык или не татарский? Но это изменение последних годов. Это высказывание Нормандской авторы казуса Баишева приводят, чтобы доказать, что, видите ли, современная наука, современные ученые Академии наук России признают наличие северо-западного диалекта башкирского языка. Друзья, Нормандская основывает свой вывод на первых кириллических книгах. Но башкирский язык, башкирская письменность перешла на кириллицу вообще-то в 1938 году. О каких еще книгах на башкирском языке, но на кириллице говорит Нормандская? 150 лет тому назад и башкиры по сословию, и башкиры по этносу писали на арабице. Был потом небольшой период на латинце в 20-х годах. Истории известна лишь одна поволжская группа, которая могла писать на кириллице 150 лет тому назад. Это кряшины. Нормандская что? Чтобы доказать наличие северо-западного диалекта башкирского языка, изучила книги, написанные для кряшин. А вот эти прокипчакские формы, по наличию которых якобы можно говорить о существовании башкирского диалекта, их что, в татарском языке не может быть? Татарский язык что, по мнению Нормандской, совсем не кипчакский язык? Юлия Викторовна, а вы точно специалист-тюрколог? Что-то вы между татарами, кряшинами и башкирами запутались. Ну или вас ваши башкирские коллеги впутали и запутали. Вернемся к дискуссии вокруг северо-западного диалекта башкирского языка середины 20 века, который описал ученый из Башкортостана Фаиль Сафин. Например, российский тюрколог и профессор Императорского Казанского университета Николай Федорович Катанов в конце 19 века посетил западные и юго-западные регионы нынешней Башкирии. Побывал в селах Суракай, Слак, Трунтаиш. Это современный Альшеевский район. И Катанов четко выделял, что башкирцы Западной Уфимской губернии говорят, как называл он, на крещено-татарском языке, а в восточной части губернии говорят на башкирском наречии. Причем Катанов башкирскими называл село Суракай, а татарским Слак и Трунтаиш. Ученые, которые изучали научное наследие Баишева, сходятся во мнении, что Баишев взялся за сочинение северо-западного диалекта башкирского языка после того, как прочел статью Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», которая была опубликована в 1950 году. Исследователь творчества Баишева Газим Шафиков пишет, как именно понял слова Сталина Баишев, какими мыслями Сталина вооружился Тагир Галямович. Смотрите, значит, по мысли Сталина есть язык, у языка есть словарный состав. В этом словарном составе самое важное – это словарный фонд, который состоит из корневых слов. И все это составляет ядро.
Это ядро не такое обширное, как весь словарный состав языка, но это ядро, по мысли Сталина, живет очень долго, веками, без изменений, и из него происходит образование новых слов. И вот, прочтя эти глубокомысленные рассуждения Сталина, Баишев сам лично, субъективно выделил ядро в башкирском языке и, о чудо, такое же ядро корневых слов обнаружил в татарском языке. Отсюда, собственно говоря, и выводы Баишева, что татарский язык татар северо-запада Башкортостана – это северо-западный диалект башкирского языка. Кстати говоря, такая логика Сталина о языкознании, мол, о вселенской стабильности ядра языка, может привести к тому, что диалектом башкирского языка объявят, скажем, английский, итальянский или немецкий язык. На подобные попытки среди башкирских лингвистов, кстати, указывает и уфимский филолог Фаиль Сафин. Итак, кто же поставил точку в этом бессмысленном сочинительстве башкирского диалекта Баишевом в Башкортостане? Это уфимский ученый-языковед Ради Галиевич Сибагатов. Что он сделал? Он просто взял и изучил официальные исторические документы 17-18 веков, опубликованные в материалах по истории Башкирской АСР, которые были изданы в Москве в 1936, 1949, 1956 годах, и не обнаружил ни намека на то, что язык якобы северо-западных башкир, то есть татар, был прежде башкирским. Сибагатов установил, что уже в 17-18 веках язык жителей нынешнего северо-запада Башкортостана был татарским языком. Например, в исторических письменных документах этих веков некоторые топонимы пишут по-русски и потом тут же пишут по-татарски. Например, запись башкира Казанской дороги Инейской волости Муслима Акчурина, в которой он крестьянам Каракулинской волости на 17 лет передает в пользование рыбные места одного озера. Написано там следующее. Отдали вотчинные свои рыбные ловли. Озеро по-татарски Баргадин, а по-русски Найдан. В документах также встречаются указания названий озер по-татарски Юлберды, по-русски Ладейшно, по-татарски Улукуль, по-русски Дербышенское, вотчинные свои озера по-татарски Кишкинды, а по-русски Осакаревое. Или, например, письмо восставших башкир Бурзянской волости командиру Кызылской дистанции майору и князю Назарову с жалобами на притеснение и обиды воевод и собственных старшин. Письмо имеет обозначение в переводе с татарского письма. В официальных документах встречаются еще и такие обозначения, как «к той записи татарским письмом руку приложил», «по записи татарскому письму», «татарского языку толмачи». В деревне Мавлютово Кушнаренского района были найдены две надгробные плиты с древнего типа башкирского кладбища. Одна надгробная плита датируется 1342-1343 годом, а вторая 1706-1707 года. И на обоих плитах есть использование звуков, характерных татарского языка, то есть с и ч, а башкирских звуков на этих плитах что-то не обнаружили. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему Тагир Баишев сошел с ума? В чем заключается его безумие? Почему он был таким ненормальным? Мне кажется, на этот вопрос ответили, особо не осознавая этого, сами авторы фильма «Казус Баишева». Дело в том, что Баишев в зрелом возрасте совершил этнический переход от татар в башкиры. Это породило его психическое расстройство. Человек детство, юность и зрелость прожил как татарин, а потом решил стать башкиром. В то же время он не был доволен башкирским народом, питал зависть к татарскому народу, взял на себя роль вершителя, защитника, спасителя, фактически пророка башкирского народа. Пытался он все это воплотить в жизнь как ученый, пренебрегая явными критериями научной истины, научной критики и научной дискуссии. И в своих провалах обвинял татарских ученых. Упрямое татарское население северо-запада Башкортостана, татар, которые заседали в башкирском обкоме. Отсюда исходит и его маньячное стремление стереть с лица земли Башкортостана всех татар. И вот, значит, хамидуллинцы решили героизировать имя Тагира Баишева, тем самым запрещая жителям Башкортостана быть татарами и разговаривать на татарском языке.